Совет Федерации поддержал инициативу Госсовета Коми о сохранении льгот при добыче высоковязкой и сверхвязкой нефти. Обращение рассмотрели на совещании Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Напомню, в конце прошлого года в налоговое законодательство внесли изменения, отменяющие часть понижающих коэффициентов к НДПИ и льгот по экспортной пошлине. По мнению Минфина, это принесет бюджету дополнительно порядка 290 миллиардов рублей. Однако, по оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе возможно сокращение производственных и инвестиционных программ добычи из-за снижения рентабельности, что повлечет негативные экономические последствия и напрямую затронет градообразующее предприятие «Яригонефть». Как отметил спикер Госсовета Коми Сергей Усачев, отмена преференций сделает дальнейшую добычу сверхвязкой нефти нерентабельной. Если добывающая компания сократит свое производство, бюджет Коми рискует потерять более 7,8 миллиардов рублей. От добычи сверхвязкой нефти в бюджет Республики Коми поступает 7,8 миллиарда рублей в год. Для нас это существенная сумма. Естественно, мы пытаемся сохранить эти поступления в полном объеме. Депутаты Госсовета Коми обратились в Государственную Думу и Совет Федерации с просьбой сохранить действующие льготы для сверхвязкой и высоковязкой нефти. Этот вопрос будет детально рассмотрен 19 февраля на выездном совещании в Ухте с участием представителей Министерства энергетики, Минфина России, депутатов Госдумы и Совета Федерации.